Глядя на открытую, улыбчивую 17-летнюю Фаину, сейчас никто и не скажет, что буквально полгода назад девушка находилась на грани жизни и смерти. По собственной воле. Жизненные обстоятельства складывались негладко. От смертельного прыжка с высотки Фаину спас 20-летний Кирилл. У него злокачественная опухоль. Бороться с болезнью парень решил путем совершения добрых поступков. Среди многочисленных спасенных оказалась и Фаина Булатова, которая в настоящее время находится в Сибайском приюте. Он дал действительно понять то, что не нужно сдаваться, когда у тебя есть и руки, и ноги, и ты можешь ходить, видеть. А некоторым же это не дано. Некоторые вообще не видят, и не слышат, и не могут видеть то, что здоровые и счастливые люди видят. Вот. Мне так стало грустно, то, что здоровые, красивые люди, они не ценят жизнь, а которые болеют, они наоборот очень ценят жизнь. Вот. Стараются как-то поддерживать других людей и помогать им. Это вообще очень круто. А не просто сдаваться и все, я ничего не добьюсь, все уже закончено, нет. После выхода в эфир передачи «Пусть говорят» от 14 октября у Фаины появилось много друзей, как в сети интернет, так и в жизни. Сейчас девушка помогает людям поверить в себя, полюбить жизнь такой, какая она есть. Недавно она создала собственную группу в социальной сети «Я выбираю жизнь», стала волонтером благотворительного движения «Добро без границ», где в ее ведении находятся вопросы приюта. Буквально минут 30 назад, когда мы приехали, мне девочка написала: «У меня очень много проблем, я не хочу жить». Мне много таких пишут сообщений. Это у каждого своя отдельная история, и каждому нужен свой подход, естественно. И иногда просто не знаешь, как сказать, как выразиться. И поэтому я создала скайп-конференции. Мы каждый вечер, я создаю беседы, всех туда добавляю, кто хочет советов. Вот. И они рассказывают свои истории, а я свою добавляю что-то, они какой-то совет мне дают, я им какой-то. И так вот, там много человек, до 30 доходит, до 50, и все с разных стран, и это очень круто, когда есть интернет, и все могут поддержать на расстоянии друг друга. После знакомства с Кириллом у девушки полностью поменялось мировоззрение. У Фаины появилась мечта, большие планы на будущее, а самое главное – вера в себя и любовь к жизни. На самом деле жизнь нелегкая штука, это правда. Самой такие проблемы были. И ситуации, они, поверьте, все решаемы. Если человек, допустим, да, много же таких случаев, когда парень из-за девушки, любовь, чисто, это я понимаю, но много же в жизни встречается хороших людей, и много девушек, парней, не нужно как-то. Если человек не хочет, все, нужно отпустить. Что сделаешь, а не пойти и просто сброситься и сказать: нет, это мое, я ее буду любить, там, нет. А те, у кого такие ситуации вообще нерешаемые, что уже кажется, вот-вот я сломаюсь, я ничего не смогу, поверьте, это очень большой вопрос, нужно не сдаваться и идти вперед, потому что жизнь – это одна, и тебе больше жизни не дастся. Нужно уметь людей и прощать, и если обижают в школе, там какие-то проблемы с этим, нужно уметь людей прощать и не зацикливаться, потому что те, кто обижает, всегда за это плата. Это как жизнь, да, бумерангом все возвращается. Не нужно останавливаться на достигнутом, нужно идти только вперед, вперед и еще раз вперед. Никогда не сдавайтесь, и все у вас будет хорошо. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.